Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Исследователь, поэт и политик. 24 сентября Абхазия простится со Станиславом Лакоба. Удержать облик столицы. Начались работы по реставрации исторического здания на улице Арзамба в Сухуми. Центральный выставочный зал Абхазии откроет свои двери после пожара 1 октября. Встреча министров иностранных дел России и Абхазии Сергея Лаврова и Олега Барцыц состоится 1 октября в Сочи. Министры обсудят актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня, сообщает пресс-служба Абхазии. Планируется подписание плана консультаций между министерствами на 2026-2027 годы. 1 октября также состоится трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Абхазии и Южной Осетии Сергея Лаврова, Олега Барцыц и Ахсара Джиоева. Стороны обсудят вопросы международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, а также аспекты региональной безопасности. Проект соглашения между правительством Абхазии и правительством Псковской области о сотрудничестве в торговой, экономической, научно-технической, социально-культурной сферах и план мероприятий по его реализации на 2025-2027 годы обсудили премьер-министр Абхазии Владимир Делба и губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Рабочее совещание состоялось в режиме видеоконференц-связи. Прорабатываются важнейшие вопросы, которые позволят нам развиваться в социальном и экономическом плане, продолжать налаживать культурные и деловые связи, сказал премьер-министр Владимир Делба. Меры господдержки предпринимательства в Абхазии будут скорректированы в 2026 году, в том числе с учетом опыта России. Об этом сообщил ТАСС министр экономики Абхазии Теймураз Микваби. По его словам, готовится проект постановления Кабмина об утверждении программы. Речь идет, например, об объединении на одной площадке нескольких предпринимателей, которые будут выступать друг для друга поставщиками сырья. Это позволит выйти на большие объемы производства и улучшение качества, уточнил Микваби. В Абхазии периодически возобновляются мероприятия по поддержке инвесторов за счет создания необходимой инфраструктуры для функционирования объектов. Это может быть создание линий электропередач за государственный счет или частично прокладка трубопроводов, подъездные дороги. Такая практика реализовывалась с 2016 года отдельными этапами и в целом показала себя очень эффективно, сказал Микваби. Абхазия прорабатывает возможность запуска прямых морских перевозок с сирийскими портами. Об этом сообщил ТАСС министр экономики Теймураз Микваби. Возможность прямого морского сообщения выгодна обеим сторонам. Работаем над транспортно-логистическими вопросами, отметил министр. Государственная комиссия по организации похорон видного государственного и политического деятеля, ветерана национально-освободительного движения, кавалера ордена Ахзапша второй степени, лауреата государственной премии имени Гуля, профессора Абхазского государственного университета, заслуженного деятеля науки Республики Абхазия Станислава Лакоба оповещает о том, что похороны состоятся 24 сентября. Панихида начнется в 10:00 в Абхазском государственном театре имени Чанба. Траурный митинг начнется в 13:00. Похороны Станислава Лакоба состоятся в селе Лыхны. Разносторонняя деятельность Станислава Лакоба свела его с множеством людей. Многие стали его близкими друзьями, и все они вспоминают о его чувстве юмора, находчивости и честности, которая нередко приводила к конфликтным ситуациям, а иногда позволяла решать острые ситуации. Печаль двойная на седой траве росла зонтом под одиноким небом. Это короткая строка стихотворения Станислава Лакоба, поэта, политика, ученого. Все три ипостаси умещались в одном человеке, существовали параллельно и одновременно. Как вспоминают его друзья и соратники, он никогда не отделял одну деятельность от другой. Даже политические тексты он складывал как лирическое произведение, и это было главным его секретом – сказать важное так, чтобы затронуть самые глубокие чувства и побудить к действию.
Он же доказал на деле, что он не просто занимался историей, но еще стал одним из создателей, идеологов Вайт-Гуллера. Лыхвинский текст он писал, ну, говорят, Сергей Шамба тоже помог, и там члены президиума форума. Но основную часть, насколько он мне говорил, основную редакцию сделал Славик. У него эти письма политические, как поэзия, получались. Не так вот топорно. Вот как-то очень интересно подавал он с таким шармом. Станислав Лакоба стал прежде историком, нежели политиком, а начинал как поэт. Он поступил на филологический факультет, но перевелся. И все же именно поэзией он очаровывал сокурсников и преподавателей. Лина Михайловна Швецова, такая жесткая такая женщина, вызвала его к доске на кафедре, чтобы он ответил какой-то там рядовой семинарский вопрос. Это было в начале, или в середине, наверное, скорее всего, сентября. Было еще достаточно жарко. Наша аудитория окнами выходила на южную солнечную сторону. Вот. Лекция была там где-то там третья по счету, наверное, немножко все утомились. Он вышел на кафедру с такой малюсенькой записной блокнотик вырезанный из тетради вот в моменте собственноручно. И она когда он вышел на кафедру вот с таким блокнотиком, немножко язвительно наша лектор говорит, это вся ваша запись? Он говорит, да, этого достаточно, чтобы ответить. Потом посмотрел на солнце, на природу, в окно. Пауза затянулась довольно долго, и попросили его начать отвечать. Он говорит, посмотрите, какая природа, давайте я вам лучше стихи. Как вспоминает большой друг Станислава Лакоба Надежда Венедиктова, они росли в атмосфере спокойствия и благополучия, хотя ни о каком достатке в те годы и речи быть не могло. Богатство было в природе и безопасности. В те годы Станислав был спортивным и ярким, как рассказывает Надежда. Вы знаете, он все время прикалывался. Он вот сейчас, когда знали такого солидного человека, не худенького, а он был такой тощенький, такой все время в спортивном костюме. Семья была не богатая, прямо скажем. Он так все время набивал мячик то головой, это самое, что-то там прикалывался. В школе он тоже шутил. Учился он не блестящий, никогда не был примерным учеником, но в нем было живое начало. Какая-то особенная энергия была у молодого Станислава Лакоба. Говорят все, кто его знал. Он интересовался тем, что было запрещено, что сложно было добыть и достать, тем, что не было популярно, и этим завораживал своих друзей. Я помню, в библиотеке пединститута государственного, где мы с ним учились, Хлебников произведения были запрещены. Блока даже запрещали. Мы приходили и как-то давали Славику, мне. Даже на тему Абхазии у Хлебников что-то есть, я недавно смотрел. И он в Дагестане был, в Северной Осетии был, потом в Иран попал, Хлебников. И Станислав Засимович вот эти эксперименты языковые Хлебникова он на зубок знал. И он делал доклад блестящий, даже Зураб Чабадзе, ректор, все, Маргарита Глебовна восхищались, слушали человека, который студент 3-4 курса. Например, он вдруг стал объяснять такое выражение, значит, у Амеры мирючие берега. Представляете? Вот. И он когда стал говорить, что такое Амера, что означает первая буква в этом слове, а что такое мирючее, что значит это огромное, большое, охватывающее весь мир и так далее. То есть совершенно другой взгляд на какие-то вещи, которые, казались бы обиденными. То есть он во всем искал корень той проблемы, до того момента, который автор хотел донести до сведения читателей. Специальный репортаж, посвященный памяти Станислава Лакоба, смотрите после выпуска новостей. Парламент Республики Абхазия выражает глубокие соболезнования родным и близким Станислава Лакоба. Обладая способностью глубоко оценивать происходящие процессы, Станислав Лакоба проявил себя как опытный политик, пользующийся авторитетом среди своих коллег. На протяжении жизни, не жалея сил и времени, он вносил свой вклад в укрепление позиций родной страны на международной арене.
Этому были посвящены его научные исследования и чтение лекций за рубежом, а также активное участие в различных международных переговорах, конференциях и встречах. Все, кто был знаком с этим ярким, неординарным человеком, ценили в нем открытость, бескорыстное желание делиться своими знаниями. Профессионализм, ответственность и человеческие качества Станислава Лакобы в дальнейшем будут задавать планку для всех, кто его знал и работал рядом с ним, отмечается в соболезновании. Станислав Лакоба – историк, кавказовед, писатель, государственный и политический деятель, внесший большой вклад в становление и развитие абхазского государства. Один из соратников и единомышленников первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. Уход из жизни Станислава Засимовича – невосполнимая утрата для нашей страны, отмечается в частности в соболезновании Федерации независимых профсоюзов республики. Мы продолжаем показ архивных материалов телеканала Абаза ТВ с участием Станислава Лакоба. В 2023 году в связи с юбилейными датами абхазских партийных и государственных деятелей Нестора Лакоба, Ефрема Эшба и Николая Киртава, сыгравших большую роль в становлении абхазского государства, в АГУ состоялся круглый стол. Профессор АГУ, историк Станислав Лакоба в своем выступлении отметил необходимость дополнительных усилий по изучению истории Абхазии XIX и XX веков. Очень много, конечно, можно говорить по этому периоду, 20-е, 30-е годы. Еще хотел бы что отметить, вот сейчас такое расхожее мнение появилось, что ну вот хватит этот 19-20 век, там уже все ясно, все понятно. Просто когда говорят об этом историки, мне смешно, понимаете, как можно знать все, изучить. Да, но это вовсе не значит, что надо не изучать там, скажем, средние века или ради бога. Ну, занимайтесь, у нас же есть историки по средним векам, занимайтесь Абхазией, пишите материалы, пишите статьи. Никто никому не мешает заниматься научно-исследовательской работой, никто никому не запрещает. А то, что касается 19-20 века, я вас уверяю, масса интересного, масса неизведанного и очень масса материалов, документов, которые исследователями обрабатывались, но преподнесены совершенно в другом ключе, понимаете? И потом я считаю, что все же вот историк, он должен прежде всего основываться на архивах, на первоисточниках. Без этого трудно вообще понять картину и ситуацию. А архивы, они раскрывают очень многие. Даже какая-то маленькая деталь может натолкнуть на большое открытие. Одним из главных направлений исследовательской работы ученого была тема судьбы Нестора Лакоба, государственного деятеля, руководителя Советской Абхазии и его семьи. Одна из конференций Абхазского института гуманитарных исследований в 2014 году была посвящена памяти Сарии Лакоба, жены Нестора, которые вместе с их сыном Рауфом погибли в застенках НКВД СССР. На этой конференции выступил с докладом Станислав Лакоба. Предлагаем вашему вниманию небольшой отрывок архивной записи. Сария, конечно, была очень эффектная женщина, вот, и к ней очень расположены были многие, скажем, жены руководителей тогдашнего советского государства. В частности, от нее в восторге была жена Молотова и подарила ей даже Бьюик, автомобиль небольшой. Светлана Аллилуева ей в 30-х годах в начале подарила пистолет, такой небольшой дамский пистолет. Очень хорошо знали ее, очень любили, уважали. Она была на самом деле легендарной женщиной во всех отношениях. И не случайно Семен Липкин написал поэму «Нестор и Сария». Вы знаете, это с 56 по 62 год он писал эту поэму. Вот она увидела свет потом, чуть ли не в 90-х годах, и то где-то за рубежом. Она не здесь была, первоначально издана. Вот я встречался с ним в 81 году неоднократно. Тогда она была в машинописной копии, он мне подарил эту поэму. И еще одну строфу целую писал от руки, она у меня сохранилась. И есть эта же поэма, только без этой строфы, естественно. Это дарственная Фазиля Искандера, 80-й год. Они жили рядом, и он меня познакомил с Семеном Липкиным. Тоже уникальный человек был.
Но я знаю, что интерес к Сарии, к ее судьбе проявлял и такой известный турецкий поэт, как Назым Хикмет. Он тоже, оказывается, делал какие-то наброски, и вполне возможно, что в архиве поэта есть какие-то материалы вот о судьбе этой великой женщины. Конечно, можно многое говорить. Вот она безумно любила Нестора, это безусловно. Можете себе представить, что в 35 лет ее уже не было в живых, когда жизнь только начинается. А в 43 года не стало, скажем, Нестора Лакопы. Вы знаете, иной раз есть люди, которые подвергают его критике определенной, там, скажем, а им были где-то лет 70, 80 лет. Но он-то прожил всего 43 года. Надо учитывать, что он в 29 лет стал главой правительства Абхазии. И, в принципе, 15, это были 15 успешных лет для истории Абхазии. Их вспоминали очень долгое время, особенно 21-31 год. Архивные выступления профессора АГУ, историка Станислава Лакоба на круглом столе и на конференции «Беги из архива телеканала» смотрите в нашем эфире. – 23 сентября по инициативе уполномоченного по правам ребенка в Абхазии Мактина Джинджолия состоялся рабочий визит в кризисный центр для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Центр посетили уполномоченный по правам ребенка в Республике Абхазия Мактина Джинджолия и заведующий консульским отделом посольства России в Абхазии Станислав Ружинский. Директор центра Кама Гопи и председатель общественной благотворительной организации «Панорама» Кама Аргун рассказали о воспитанниках центра, проблемах, с которыми сталкивается учреждение, а также о поддержке, оказываемой государством и частными лицами. Кроме того, руководство центра проинформировало консульского представителя о несовершеннолетних гражданах Российской Федерации, которые в разное время находились в центре, и об обстоятельствах их пребывания. Чрезвычайная ситуация объявлена в Галском районе из-за аварии на магистральном водоводе. В результате повреждения труб диаметром 500 и 700 мм город остался без централизованного водоснабжения. Поврежден главный водовод в селе Речь Галского района. Временно приостановлена работа 2 школ и 3 детских садов. Ведутся работы по обеспечению населения питьевой водой с использованием водовозов. Об этом сообщает Галмедиа. В Сухуми начались работы по реставрации исторического здания на улице Ардзинба, 101. В рамках программы по сохранению облика столицы администрация планирует постепенно восстанавливать десятки таких объектов. Подробности у Заура Кварча. Продолжается работа по обновлению исторических зданий, формирующих облик столицы. На этот раз работы развернулись на пересечении улиц Ардзинба и Воронова. По словам заместителя главы администрации города Константина Тарба, этот дом с середины прошлого века включен в список объектов историко-культурного наследия и подвергается именно реставрации. Это историческое здание, имеет ценность, входит в список историко-культурного наследия. На данном этапе мы занимаемся реставрацией фасада, всех частей, элементов декоративных, архитектурных. Также будет заменена на этом здании кровля. Также вот здание, которое на пересечении улиц Ардзинба и Дбара, также мы на следующей неделе, скорее всего, приступим. И до конца года у нас стоит задача восстановить 2 фасада. Реставраторы обновят фасад, поменяют кровлю и восстановят декоративные элементы. Особое внимание уделяется сохранению исторического облика, а часть лепнины приходится воссоздавать вручную. Кроме того, будет приведена в порядок прилегающая территория, обновлены тротуары и зеленые насаждения. Будет реставрация этих фасадов, зачистка поверхности, покраска поверхности, замена частично дверей будет. И временно несущие кабеля, которые заходили в дом, будут перенесены правильно в подъезд и
подключены к щитовой. Но технологии здесь как бы нужно придерживаться тех технологий, которыми были выполнены эти фасады. Все будет восстанавливаться естественными материалами, которые были выполнены раньше. Здание по Ардзенба-101 было построено в 50-е годы прошлого века в стиле сталинского ампира. Архитекторы отмечают, что такие дома – важная часть исторической среды города. Оно было построено примерно в 50-е годы прошлого века при первом секретаре обкома Акакии Мгеладзе. Человек многое сделал для города в тот период. И к стилю можно отнести так называемый сталинский ампир. Он здесь доминирует в городе. И это одно из первых зданий, которое можно отнести к этому стилю. Обязательно нуждается в реставрации здания. Никаких надстроек, пристроек не планируется. Мы восстанавливаем фасад, восстанавливаем облик. В рамках программы по сохранению исторического облика Сухума администрация планирует постепенно реставрировать и другие здания, которые несут ценность для городской среды. По словам специалистов, работы будут продолжены и в следующем году. Работа будет продолжаться и в следующем году, и это будет на постоянной основе. Администрация города собирается привести в порядок все имеющиеся такие здания, которые представляют архитектурную ценность. Конечно, все сразу не получится сделать, но в этом направлении мы будем планомерно и постоянно, регулярно работать. Постепенно в Сухуме намерены восстановить десятки исторических объектов, формирующих уникальный облик столицы. Заур Кварджа, Владимир Капуза, Абазатова. Работы по благоустройству сквера в новом районе Сухума продолжаются. Проект выполняют специалисты из Нижнего Новгорода. Они благоустроят памятник погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 92-93 годов. Работы включают в себя замену брусчатого покрытия на новое, ремонт постамента памятника с использованием современной гранитной облицовки, а также установку флагштоков. Особое внимание будет уделено озеленению. Проект планируется завершить до конца 2025 года. Он реализуется в рамках соглашения о побратимских связях между Сухумом и Нижним Новгородом. В Сеуле состоялось торжественное открытие культурного центра Абхазии. В церемонии открытия приняли участие министр культуры Абхазии Дауркова, депутаты Национальной ассамблеи Республики Корея, деятели искусств, предприниматели и журналисты. Открывающийся центр станет площадкой для активных взаимоотношений, сказал депутат Ан Хо Йенг. Дауркова подчеркнул, что основная цель открытия нового центра – развитие культурного сотрудничества между Абхазией и Южной Кореей, создание площадки для обмена опытом, творческими проектами и гуманитарными инициативами. В рамках работы центра планируется организация выставок, концертов и других мероприятий, которые помогут жителям Южной Кореи познакомиться с культурным наследием Абхазии. Центральный выставочный зал Абхазии вновь откроет свои двери после пожара 1 октября, сообщила «Спутник», директор Центрального выставочного зала Эльвира Арсалия. По ее словам, ремонтные работы завершены, сейчас идет подготовка экспозиционных залов к приему посетителей. Подготовительные работы здесь на разных уровнях идут. Мы с вами сейчас были на первом этаже, там уже идет монтаж выставки. Как мы уже говорили ранее, это такая коллекция, специально собранная под открытие выставочного зала. Это подарок наших российских коллег, где будут представлены работы из федеральных российских музеев. Главной темой остается Абхазия в живописи. С конца XIX века до вот сегодняшнего времени. Да? Поэтому вы видите, наши коллеги приехали. Это одни из лучших специалистов по музейно-выставочным таким направлениям. Они сейчас строят выставку. И буквально вот сегодня-завтра заедут уже сами работы. Как эта идея возникла, я расскажу, если вам интересно. Да, вот мы вот здесь как раз собрались, а в январе был такой очередной этап реконструкции, и объект посетил Сергей Владимирович Кириенко, и как раз подчеркивая значимость восстановления таких объектов, он сказал о том, что как было бы хорошо, если бы вот работы, которые посвящены в Абхазии,
которые хранятся в разных музеях, вот удалось бы привезти в Абхазию. Конечно, мы, художники, сразу попросили о том, что если такая возможность будет, она уникальная для нас. Вот. И вот с тех пор эта идея, она превратилась в такой вот проект, который нам подарили наши российские коллеги. Говорю «подарили», потому что за всю историю изобразительного искусства Абхазии я могу с абсолютной уверенностью сказать, что в таком количестве и в таком тематическом собрании не были представлены работы в Абхазии. Во-первых, расширились наши выставочные площади. Да, за счет вот верхнего уровня мы здесь находимся. Это более 200 квадратных метров. Это одно. У нас появились технические мощности. Вот, допустим, выставка, которую мы сегодня принимаем в Абхазии, да, из федеральных музеев, она требует очень высокого технического стандарта для того, чтобы ее принять. Я могу сказать, по завершению ремонта мы очень плотно работали эти 2 года со строителями. И вот огромное им спасибо, что во всех пунктах и нюансах они шли нам навстречу. Оно соответствует техническим параметрам по безопасности, по контролю климата, по свету, по видео, по пожарной безопасности. И поэтому на сегодняшний день это, наверное, единственный зал в Абхазии, который может принять работы очень высокой категории и отвечать как бы за их безопасность, за их сохранность и за достойный уровень технической поддержки этого проекта. Ежегодный международный молодежный арт-фестиваль состоится 25 сентября в Национальной библиотеке имени Ивана Попаскир. Он пройдет под девизом «В себе он веру оправдал народа своего» и приурочен к 80-летию со дня рождения первого президента Абхазии Владислава Арденба. Главная цель фестиваля – пропаганда и популяризация книги, сохранение и приумножение культурного наследия, повышение интереса к чтению среди молодежи, а также выявление и поддержка новых дарований во всех жанрах искусства. Спортивная акция «Маршруты здоровья. Дорога Диаскуров» состоится в Сухуме 27 сентября. Об этом рассказала спутник-финалистка конкурса команды Абхазии, один из организаторов акции Сариет Бар. По ее словам, маршрут протяженностью 10 километров пройдет от центра Сухума до набережной. Главная цель – популяризация ЗОЖ, спорта и формирование позитивного имиджа столицы в качестве территории здоровья и активного отдыха. Регистрация участников начнется в 8:00 на площади Свободы, старт в 9:00. Также в рамках акции на станции ГУМА пройдет ярмарка экологически чистой и полезной продукции, мастер-классы по биологии и химии, лекции на тему правильного питания. Проект реализуется при поддержке администрации президента Абхазии. Шахматисты из Абхазии заняли призовые места на фестивале Гран-при Черного моря в Сочи, сообщает Госкомспорт. Соревнования проходили с 19 по 21 сентября. В них участвовали до 120 спортсменов из разных городов России, а также из Абхазии. По итогам турнира в группе А третье место заняла Сарида Лаквитаба из Сухума. В группе Б первые места заняли Сария Лакоба из Гудауты и Руслан Мукба из Пицунды. Второе – Петрос Казанджан из Гагры. А в завершении выпуска прогноз погоды. – 24 сентября в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Ветер слабо умеренный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 17, днем от 22 до 27. Температура морской воды плюс 24, относительная влажность воздуха 60-80%. А на этом пока все. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания.